Ребят, слушаю гимн. Гимн России поют на радио. Сейчас время 5 часов. У меня немножко, наверное, отстает. Или перед до 5 начинают петь. Короче, одним словом просыпаемся. Сегодня 2 апреля. 2 апреля. Уже светло. Где-то после 4 я затопил печку. И жду, когда закипит чай. Позавтракаем, чай попьем и в путь. Сегодня будет у нас второй день рыбалки. И если клёва не будет, думаю, уверен, что не будет. Потому что также безоблачно пока. Если клёва не будет, я буду обратно возвращаться домой. Вот такие планы на сегодня. Вот. Спал нормально, как убитый. Я, честно слово, вот выспался. Я лег вчера, после того, как поснимал еще немножко. Лег, сразу моментально заснул. Бывает там плохо засыпаю первую ночь. Но вчера я, как убитый, я лег и сразу заснул. Вот. Нос не дышит, ничего не дышит. Горло хоть немножко сейчас. По утрам встаешь и хриплый голос тоже. Вот. Ну все, гимн России. Сейчас скажут 5 часов. Ну да, наверное, 5 часов. Они без 5, 5, наверное, начинают петь, походу. Здравствуйте, это новости на Первом канале, в студии Сергей Талушев. Украинский ЦИК официально объявил, что во второй тур президентских выборов проходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Заявление было сделано... Украина, выборы. Шила на мыла тоже, как и в России. Артисты в президенты рвутся. У нас тоже то же самое. Власть не поменяешь. Короче, борьба идет за власть. Вот так. Ну все, сейчас я дождусь, пока как закипит чай, и надо сходить с утра. Но сегодня на лыжах я пойду вообще на другое место, потому что поблизости вообще рыбы нету. Вообще. Надо куда-то в сторону, на пару километров я в другое место пойду, еще более как-то надежное место, где вот может кого-нибудь поймаю. Ну, вкратце поснимаю, что и как. Так. Ну вот, супец готово. Сейчас еще чаек нальем, позавтракаем. И газку. И газку.
Минус 5 градусов сегодня. Днем, наверное, тепло опять будет. Так. О, ланчик. Монле, уйди. 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 Монле. Фу. Энчичо. Это хитрулья я по куску буду давать. Потому что она такая, что просит своими... интеллигент. На. И бегом прятать. Тулан-то простой мужик. Он нормально съест любую пищу. А этот уже прячет, вон, смотрите. Хорошо, что я ей не полностью дал. Она не ест. Вчера кашу давал, тоже не съела она. Хлеб давал вчера, тоже прятала. Деревенский мужик, он всегда все съест. Интеллигент. Айда. Нету места, некуда прятать, везде все наст, мерзлое. Ищет. Сейчас второй кусок тоже Тулану дам. С утра уже ветерок сегодня гудит. И ветер поменялся, ветер идет северный, между прочим. Вчера не помню, откуда ветер был, но сейчас вот с севера. Меня еще ем. Еще, на. Ну, съела. У них каши дофига осталось. Сейчас сходим на рыбалку, потом уже накормлю. Ну, Тулан может еще покушает, айда. И остатки супа у меня все останется. Это я приду с кашей, разбавлю все это дело и покушают. Тулан съел. Ну, пока хватит им. Потом уже как придем. Тулан. Все, ем. Не подходи, айда, укусит тебя. Так, ножик надо еще немножко поточить. Ну-ка, иди. Надо сюда. Чуть-чуть хоть. Чуть-чуть хоть. Ок! Проскочила, блин. Ну-ка, айда. Это наглёж. Ну-ка, марш. Вон, давай. Туда, вперед. Вот буна пете. Видишь, для кучамеш. Ну-ка, марш. Хитрые, блин. Хитрюли. Так, этот бардак тоже надо убрать. Немножко поточу тут. Вчера уже надо было этим заниматься, конечно. Да, немножко износ есть чуть-чуть. Затопилась. Тулан ушел куда-то. Не знаю, где он. Я на лыжах, ребята. Я сегодня взял лыжи, потому что от избы километра 2, наверное, напрямик пойду к речке. Совсем на другое место. И сейчас идти хорошо. Вон, видите, лучи такие.
направление, вот скажем, не надо никакого навигатора по этим лучам. Если тебе надо идти, скажем, в ту сторону, взял эти лучи и пошел. Прямо выйдешь. Если тебе вот в эту сторону чуть правее надо, этот луч берешь на левое плечо. И то также прямо у тебя выходит все. Ориентир хороший, как солнечные единицы. Вообще классно. А лыжи это у меня старые. Те лыжи, которые по ходу я хожу, я в избушке оставил, возле избы. А это лыжи у меня запасные, в избушке всегда. Знаете, эти лыжи я... Первые лыжи, которые я сам сделал. Сам сделал из обычной доски. Это не елка, не осина, а сосна. Дерево сосна. Сотка, наверное. 20 сантиметров толщина была. 10 сантиметров ширина. Помнится. Или 12 ширина. Не помню уже. Наверное, это... Да, наверное. Да, сотка была. Я, короче, согнул там. Это, как его... острие, ну, этот, начало лыжи он согнул на баллы. И я не выбирал там какой-то материал прямослойный, не прямослойный. Знаете, обычно, кулан прискакал. Обычная доска из сосны. И уже сколько сотен километров на нем я пошагал. Немало, я вам скажу. Если за один поход ты пройдешь до избы, скажем, 30 километров, от избы 30 километров, еще на охоте там по десятки километров, это накапливается очень много. И я вам скажу, можно сделать, спрашивают, из какого материала можно сделать лыжи. Ну, обычно беру на материал я елку, но эти лыжи материал сосна. Ну вот на руки ты взял материал на руки, и если он легкая доска, в принципе можно сделать. Бывает такое дерево, что доска как свинец, он тяжелый, очень тяжелый, и лыжи получаются из этого очень тяжелые. Тоже надо выбирать, скажем, если ты сам делаешь лыжи, конечно же надо выбирать последняя убывающая луна, чтобы была. Это на все надо смотреть. Ну, если профессионально делать, выбирать. Некоторые из березы делают, некоторые из осины. Если из осины, вообще он легкий. Ну, это из сосны. Ладно, опять уже болтаю. Я сегодня пауэрбанк не взял. Снимать буду минимум, если получится. Вот и река, ребят. Ориентируюсь на понять, куда я вышел. Ага. Вышел ниже заданной точки. Ниже. Ну да ладно, понятно. Все иду и думаю, почему так долго река. К реке не подхожу. А я вышел намного ниже своего маршрута. Я хотел выше где-то отсюда 1,5 километра, наверное, если по речке. А я вышел вообще ниже. Вот смотрите, все открыто тут. Ну как открыто? Опасные участки. И вот отсюда, наверное, буду начинать и будем рыбачить. Опа. Конечно, неудобно. Ледобур и лыжи. Но такие места намного безопаснее на лыжах, наверное, проскочить, если что. А, туланчик. На волдочке. А, иди. Конновелен, а? Бродит где-то все время. Ну, айда, буквально от меня
выходит там на 150. Вообще рядом все время бегает. Пока безоблачно, ветрено, ветер гудит. Ладно, все, наверное, начну рыбачить. Попробуем, хоть что-нибудь поймаем или нет. Но здесь все знакомые места для меня. Где какие ямы, где когда что ловил. Буду выборочно так проходить. Посмотрим. Такая гора. На видео кажется, что она низкая, но очень высокая. Там накопилось снега, видимо. И сам такой обрыв такой мощный. У нас пока без клёвья. Вот видно, как я пробурил. Вот я там спустился, пробурил вот один поворот такой. И клюнула, ребята, клюнула. О, опять пергу. Вот, второй день одно и то же. Первая поклевка и вот такой малыш попался опять. Гуляй вообще. Почему-то они всегда, вот, когда их отпускаешь, начинают вверх из лунки выпрыгивать. Первая поклевка, вот это да. Опять. Может, это тоже мелочь какая. Я думал, совсем поклевок не будет. Хоть такой для интереса так порыбачить, блин. Неожиданно так получилось. Нет, клюет еще. Неожиданно. Значит, я еще, может, пробурю тут рядом. Попробую. Но место хорошее тут было. Вот там вот повыше первые лунки, там ямы хорошие. И течение такое спокойное. Здесь тоже яма. И нифига. Ну вот с Денисом мы осенью приезжали тоже на рыбалку. И за 2 дня на 22 штуки, помнится, или сколько я там считал, уже не помню. 22, наверное, рыбы. На двоих. Понимаете, это за 2 дня рыбалки. Но мы рыбачили на спиннинг в основном. Кто-то, да, кто-то еще поклевки есть. Но мелочь тоже. Ну, очень так вяло. Ой, собаки пришли. Ладно, пока порыбачу, если что, я кого поймаю, покажу. Выдра, ребята. Выдра выскочила, блядь. Укусит, блин. Давай. Выдра, ребята. Ну, урок хоть небольшой для собак. Все. Хоть немножко урок получили. На. Да. Все. Поезд ушел. Надо было схватить вовремя. Вот такие дела могут быть. Почему, откуда он, где он вылез, интересно. Я только заметил, когда Айда начала лаять. Но эта выдра осенью вот тоже здесь вот следы увидел. Я первый поход, когда в декабре был, снимал следы. Может, те выдры. Да. Ну, просто так тоже это зверь не сдастся. Но и тулан, я надеялся, что тулан как-то более мощнее будет нападать. Но ничего не получилось у собак. Интересно даже было немножко. Блин, возле меня 2 метрах пробежали. Ладно, дальше рыбачим. Пока у нас бесклёвье. Короче, вот следы пробежали.
Вон кровь. Это не то от выдры, не то от моих собак. Вон везде кровоточит. Походу или собаки мои немножко покоцали, или же у моих собак кровь идет. Да, это из лапы. Не знаю, от Айды, наверное, или же... Да, это от лапы идет. Я думал, выдру. Ну, у выдры, конечно, тоже броня хорошая. Знаете, если в капкан лапа попадет, хоть у тебя с зубьями капкан, не пробивая до такой степени, они капканом зажимают второй номер, и то, как сказать, не пробивает до такой степени у него, у выдры кожа такая крепкая. А у кого вот эта кровь? У Айды, наверное, вон. Да, у Айды левая лапа кровоточит. Ну вот. Почему не зарезали, а? Шкурка, охотнички. Знаете, шкура вообще копейки тоже у выдры. Ну, буквально 1000 рублей от силы, там, если возьмут. Запрет на них охотиться, но эту заразу надо поголовно надо истребить, выдру. Потому что после них на речке ничего не останется. Ничего, все подряд жрет он. Все хариусы и рыб, все подряд. Так что надо смело открывать охоту на выдру, круглогодично даже. И пусть охотники охотятся и добывают эту выдру. А хотя у выдры шкура вообще принимают за копейки, как и говорил. Но если сшить из этой шкуры шапка получится я вам скажу. Потому что она живет в воде, такая, как сказать, мех такой у выдры получится, не боится в сырые погоду, дождей, ничего не будет бояться. Охотники. Но это средних размеров выдра была. Бывает и еще больше. Но она, знаете, вот чисто вот такой крепкие они выдры, мускулистые они. Как его, очень сильный зверь тоже выдра. Зверек. Очень крепкий зверек. Вот такие дела. Не спрашивайте, откуда я все это знаю. Говорить не буду. Но я 100% все знаю про него. Как охотиться, где охотиться, когда охотиться, все про него знаю. Но как будет, если закон выйдет, что можно охотиться на выдру, я все могу дословно рассказать. Все про охоту на него с капканом или еще как. Без проблем. Вот так. Ну, интересный кадр. Немножко получилось. Да, тулан как-то нападал на... Но он тоже сопротивлялся. Он, если укусит, если за морду ухватится, мало не покажется. Челюсть вырвет. Так что не надо рисковать уже собаками. Я за ледобур схватился. Думаю, на меня прилетит. Кто его знает. Зверей этих. Так, каждый год я, в принципе, выдру тоже вижу. Сейчас здесь тоже лунку сделаю, попробуем. Вот такой плев, или как называется. Тут такое место. Ладно, рыбачим дальше. Не может угомониться. Видно, что там выдры ходят, видно. По снегам такие туннели у них. И собака чувствует.
А этот не полезет. Этот поворот, вот где мы выдры видели, сколько лунок я тут просверлил. Ни одной поклевки. Здесь вообще пусто. Река пустая здесь. Вообще тут зимовали выдры, на всех перебили хариусов. Блядь, ни одной поклевки. Вот это да. Там хоть солнце погреюсь. Там поворот. Омут. Мощный омут. Посижу там погреюсь. То здесь в тени все время. И прохладно на улице, как ни странно. 5 градусов на северный ветер, из-за этого холодно. Вот так. Хорошо все равно. Хоть не клюет, но бродим, дышим воздухом, и то ладно. Конечно, пустым и тоже возвращаться. Хоть десяток штук-то надо поймать. Но пока ничего не получается. Ай. Ну ладно, сейчас пойду вон на то место, там посижу на солнышко. Там глубоко, конечно. У меня лески не хватит. Такая глубина. У меня на удочках буквально 3 метра глубина. Ну, лески 3 метра. А тут глубже. Да ладно. Тогда пошли. Пойдем. Айда у меня охраняет лунку. Рядом. Тулан тоже отдыхает. Такой омут, мощный омут. Посверлила 2 лунки. Там одна. Недалеко от берега. Она буквально там 3 метра. И здесь, на самой середине. Пока тишина. Смотрите, сколько... Надеюсь, видно на камеру. Сколько семена от елки. Семена. Сейчас шишки раскрываются. Вот. Все раскидано семенами. Ветер уносит с елок. Раскидывает. Кто-то выживает, кто-то из этих семян будут деревья. Но это на реке, это уйдет в речку. А на берегу будут новые деревья. Там страшно подумать, там опасная зона, там течет. И здесь, знаете, вот сужение такое, буквально 4 метра, наверное, шириной речка. А здесь омут, очень большой, мощный омут. И здесь набирает течение. Даже на лодке, на веслах, когда ты поднимаешься, невозможно подниматься. Ну, перекат такой мощный. И здесь вот-то я проскочил, думал по берегу спущусь, а потом рискнул, и здесь посередине, там тоже все открыто. И здесь вот я обратно возвращаюсь, чтобы показать нору. Нору это у выдры, такой люк, смотрите, он выходит тут, греется на солнышко или еще по льду куда-то переход делает. Ну-ка, где? Опять охраняет, пакет. Смотри. Вот делят, да. Смотри, что делается. Когда уже вы угомонитесь. Вон вражина бегает по льду, подо льдом, везде кругом. Конкуренты рыбакам. Ну, здесь я уже минут 15 сижу. Все, сейчас буду сворачиваться. Пробные лунки сделал. Но бесполезно, думаю, здесь перезимовали эти выдры. И я сейчас на берег поднимусь и по берегу уже напрямик пойду.
ниже, там хороший омут тоже. И может, надо уже еще ниже, намного ниже спуститься, потому что здесь все уже перебили эти выдры, все рыбы, что было. Буйне. Волнуется. Близко не подпускает Тулана к моим вещам. Но! Мой тая лавы. Мой. А? Тушкаше. Вот так ругайтесь, но не деритесь. Бу-бу-бу. Все, шабаш. Лох. Эндор. Давай уберем эти удочки. И здесь тоже озеро выходит. Озеро выходит. Устье озера тут. Да. Фиговенький дедушка-то у нас. Второй день как-то нифига не получается.